Остались считанные бои, и за выход в финал турнира состязались сразу 12 ингушских спортсменов. В зале Дворца спорта «Магаз» царит впечатляющая атмосфера, ведь наша публика отличается как раз этим. На кону соревнований не только звание лучшего боксера турнира, но и места сборной республики на предстоящих чемпионатах. Уровень мастерства боксеров, впрочем, как и их амбиции, очень высоки. В первом полуфинальном поединке весовой категории 60 кг Тимирлану Плиеву противостоял один из самых опасных соперников турнира. Для ингушского бойца победа в этом бою была очень важна, и он сделал все возможное для этого, и даже немного больше. Этот поединок был принципиален. Мне нужно было обязательно выиграть этот поединок, этого соперника победить и заодно выйти в финал. Я боксирую в финале, и я должен выиграть эти соревнования, чтобы поехать на чемпионат России. И это еще один шаг к моей цели. Я хочу выполнить норматив мастера спорта России. Я готовился к этим соревнованиям утром и вечером. Тренера все готовили меня. Поддержка была мощная, близкие друзья все пришли поддержать меня, и это чувствовалось. В соответствии с решением судейской коллегии также будут присуждены специальные награды в номинациях за лучшую тактико-техническую подготовку, за волю к победе и за самый красивый бой. Высокий статус этому турниру придает в первую очередь боксерский состав. К тому же финал обещает быть межрегиональным, что несомненно добавляет еще больше интереса к этому спортивному мероприятию. Класс показывает хороший, тут уже подготовленные приехали ребята, тут кандидаты в мастера спорта выступают, где-то даже мастера спорта есть, поэтому класс очень высокий. Турнир на уровне, организация турнира очень всем нравится, нашей судейской коллегии нравится, все очень достойно. Один из самых конкурентных боев полуфинала стал поединок между двумя еще ни разу не проигравшими по ходу турнира боксерами Ахмедом Атиевым и победителем прошлогоднего турнира памяти Ислама Тимурзиева Ахмедом Кокурхоевым. Оба спортсмена показали высокий класс и несгибаемую волю, но чаша судейского решения склонилась в пользу воспитанника Малгобекской школы бокса. Изнурительные тренировки сказались в начале поединка для Матиева, но боксерский характер сделал свое дело. За ночь скинул 3–3,5 килограмма, ноги вообще не работали. Бой удался как-то так. После первого раунда я уже знал, что я проигрываю, так как ноги вообще не работали с первого раунда. И в втором раунде, я не знаю, как-то смотивировался, так. И второй, третий взял. Вот уже 115 лет, как бокс имеет статус олимпийского вида спорта и на сегодняшний день входит в топ-10 самых популярных видов спорта на планете. Вместе с болельщиками и фанатами в зрелищную и эмоциональную атмосферу любительского бокса погрузился победитель Олимпиады в Пекине Рахим Чаркиев, который поделился с нами увиденным на этих соревнованиях. У нас в боксе очень много последователей именно чапановской школы бокса. И если они выходят на ринг, учеников чапановской школы, то это бывает заметно, это бывает видно, и это радует глаз. Эти бои бывают бескомпромиссные, они бывают яркие по своему накалу. Главным боем вечера нельзя назвать какой-то конкретный поединок, но особо запомнилось противостояние между Зурабом Арчаковым и Артемом Киселевым, представляющим на этом турнире Чеченскую республику. Боксеры дрались на пределе своих возможностей, но в полуфинал войти может только один, и, к сожалению, для ингушских фанатов им стал не хозяин ринга. Настраивался совсем на другого соперника, потому что мне сказали до боя, что соперник слабенький, туда-сюда. Настроился на слабого соперника, в итоге после первой пропущенной плюхи понял, что он из себя представляет. Пацан темповой на характере, вывозил бой. Но слава богу, что выносливость у меня тоже есть. В большом количестве ее хоть отбавляю, потому что каждый раз бегаю кроссы, каждый раз занимаюсь физической подготовкой. В общем, слава богу за все, что забрал эту победу. Благодаря таким турнирам у нас есть возможность развивать бокс в регионе и выявлять талантливых бойцов республики, которые в заключительный день соревнований получат возможность доказать свое превосходство. Харун Аздоев, Джамалел Тамасханов, Новости 24.